Нам очень радостно отмечать, что Украина смогла найти свое достойное место на постсоветском пространстве и вообще в мире и достичь таких высоких показателей в экономике, в социальной сфере, в гуманитарной сфере. И в этой связи мы нацелены на то, чтобы развивать в дальнейшем наше сотрудничество, которое в конечном плане направлено на то, чтобы повысить качество жизни населения наших государств. И в этой связи мы получаем огромную поддержку и понимание руководства Украины в лице оказания внимания и поддержки нашему национальному культурному центру, который здесь находится у вас в Украине и в Киеве в частности. И мы благодарны за такое отношение к своим начинаниям. Вне всякого сомнения, этот позитив останется для нас памятным событием, которое вызовет у нас, как у, скажем так, вот, порядочных, благородных людей, ответную реакцию. Более того, целью сегодняшнего мероприятия одновременно является и доведение до чеченской общины, которая проживает на территории Украины, нашего, скажем так, вот, национального приоритета, что мы, находясь за пределами нашей республики, должны демонстрировать уважение к законам и образу жизни людей, которые проживают на данной территории. Речь идет о том, чтобы мы понимали, что мы приехали в гости, как говорится, и, естественно, если утеря статуса гостя связана с предоставлением, допустим, конкретному человеку статуса гражданина или там вида на жительство, естественным образом накладывает на него обязанности страны, конституции страны, на территории, которой он проживает. Мы сегодня демонстрируем, что уважение к людям, на территории которых ты проживаешь, является для нас приоритетом. И, естественно, рассчитываем на то, чтобы на территории, значит, нашего пребывания и к нам тоже относились уважительно. Мой отец покойный, его самым ближайшим другом был украинец. В Казахстане, когда они были в высылке, самую трудную минуту с семьей, которая оказала поддержку семье моего отца, моим близким и родным, были украинцы. Они жили совместной плодотворной жизнью. Где-то, может быть, они себя чувствовали некомфортно и неуютно ввиду того, что находились в депортации, как украинцы, так и чеченцы. Но для них были общие такие ценности, которые, значит, они оберегали и хранили. И вы сами вот меня видите, я сохранил, значит, то доброе имя, значит, украинцев, о которых говорил мне мой отец. Более того, я служил в советской армии, и мои самые близкие друзья сегодня находятся, значит, в Харькове, во Львове, вот, и мы с ним постоянно общаемся. Лично меня привязывает к Украине очень многое, в том плане, что я, может быть, немножко интересуюсь историей Украины. Мне импонирует всегда украинская самоидентичность и усилия, которые предпринимает украинский народ в условиях постсоветского, значит, пребывания, сохранить эти ценности, национальные ценности, сохранение, значит, истоков своей государственности, которые уходят очень глубоко, имеют тысячелетнюю историю. Вот. И в этой связи вызывает очень большое уважение многонациональный народ Украины и Украина само как государство.